В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Индексация пенсий и ежемесячные денежные выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России. Сейчас индексация проходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждое последующее увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает социальную доплату до прожиточного минимума. В фонде подчеркнули, что перерасчету подвергнется и январская индексация страховых пенсий. При этом гражданам не нужно обращаться в пенсионный фонд и подавать какие-либо заявления. Накануне президент Владимир Путин заявил, что индексация пенсии должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты с начала года нужно пересчитать. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития. Законопроектом предлагается расширить перечень вопросов, которые могут быть предусмотрены в соглашении о создании ТОР. В частности, в документе может быть установлен порядок исполнения субъектом федерации или муниципальным образованием обязательств по финансированию размещения объектов инфраструктуры ТОР. Кроме того, могут быть предусмотрены меры ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее использование предусмотренных им обязательств. Законопроект также предлагает сократить сроки, на которые могут быть продлены проверки в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития. Самой дорогой компанией Рунета остается Яндекс. Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Первая тройка лидеров по сравнению с прошлым годом не изменилась. На первом месте Яндекс, на втором Mail.ru Group, на третьем Авито. Компания «Роснефть» в 2018 году подтвердила статус крупнейшего налогоплательщика, перечислив в бюджет более 4 триллионов рублей. Кроме поступлений в бюджет, компания перечислила рекордный объем дивидендов за прошлый год – 225 миллиардов рублей, в том числе больше 112 миллиардов рублей главному акционеру «Роснефтегазу». Год стал рекордным для показателей. В 2018 году мы подтвердили статус крупнейшего российского налогоплательщика и по итогам года перевели в бюджет в общем более 4 триллионов рублей. За прошлый год рост рыночной капитализации составил около 40%. Более того, в 2018 году компания снизила долговую нагрузку более 14 миллиардов долларов США. Это как раз повлияло и на котировки, и на капитализацию компании, сказал директор Роснефти Игорь Сечин. Минэкономразвитие предложило создать виртуальную особую экономическую зону для привлечения в Россию туристов. Это следует из подготовленного ведомством документа «Стратегии развития экспорта услуг в период до 2025 года». Предполагается, что виртуальная особая экономическая зона будет создана до конца 2019 года. Она будет представлять собой набор правил и преференций по аналогии с территориальными особыми экономическими зонами, но главным в ней будет привязанность не к пространству, а к определенной отрасли. Власти Якутии планируют расположить полигон, на котором будут проводиться испытания экологически безопасного оборудования для добычи углеводородов в Арктике, около Якутска или на полюсе холода в Аймяконе. Об этом сообщили представители постпредства Якутии на международной конференции «Арктика-2019» в Москве. Для реализации проекта необходима поддержка государства. Инициатива была поддержана, однако пока не получила финансирования. Проект предполагается реализовать после 2021 года. Сегодня есть интересные отечественные технологии, которые должны обеспечить безопасную сначала геологоразведку, а затем и добычу углеводородного сырья на шельфе. Эти технологии мы собираемся испытывать у нас в районе Якутска, в районе полюса холода в Аймяконе, сказал постоянный представитель Якутии при президенте Российской Федерации Андрей Федотов. Ранее Минпромторг предложил создать полигоны для испытания нефтегазового и горнопромышленного оборудования в условиях Арктики в Мурманске, Якутии и Ненецком автономном округе. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.